إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Мы восхваляем Его Пречистого Всевышний, Царя, Владыку, Наделяющего, Творца семи небесских земель, и мы посылаем мир и благословение Его любимому пророку Мухаммаду, мир Ему и благословение. Мои братья, я напоминаю вам и напоминаю себе, как Аллах Пречистый Всевышний напоминает нам в Коране: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха Пречистого Всевышний, боязнью которой Он заслуживает, и умирайте не иначе, как будучи в религии Ислам, и умирайте не иначе, как будучи покорными». Мои любимые братья, наша религия содержит множество красивых вещей. Наша религия содержит много ибадата, актов поклонения, некоторые из которых очень легкие, а некоторые из них очень трудны для сердец. Сегодня мы поговорим о том, какие из них трудны для сердца. Мои братья, есть много вещей в нашей религии, которые мы совершаем. Некоторым из нас, в зависимости от нашего нрава, это присуще по природе. Почему? Возможно, у него жесткий характер, он сильный человек. И поэтому все из нашей религии, что позволяет заявить во всеуслышание, вы найдете человека, совершающим это, одним из первых. Некоторые из нас отращивают бороды в наше время, даже если он не самый религиозный человек в мире. Он рад делать это, потому что иметь бороду — это самовыражение. И он не хочет больше ничего в этом мире, кроме как выразить себя. И вы найдете, что такие акты поклонения для него легкие. То есть он делает это, и делает это с рвением. Но есть другие вещи, которые намного труднее, за которые по факту причитается больше награды, чем за некоторые очевидные действия и за акты самовыражения. Я пробегусь быстро, потому что время имеет существенное значение. Мои братья, я хочу поговорить с вами о теме, которая касается абсолютно каждого в этом зале. И я имею в виду, что эта тема не оставит абсолютно равнодушным никого. И это тема прощения. Или вы обидели, или вы были обижены кем-то до этого. И это не значит, что я здесь сейчас буду говорить с вами о награде за прощение. Если вы простите, что это благородная вещь, что это сделает вас хорошим человеком. Нет. Сегодня мы здесь, чтобы надавить на больные места. Сегодня мы здесь, чтобы посыпать соль на рану, то, о чем мы не любим говорить. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам: если вы не простите, то горе вам в тот день, когда вы предстанете перед Аллахом Всемогущим. Многие из нас, как правило, думают, что прощение — это возможность, которой я обладаю. Если я захочу, то я прощу. Но если не захочу, брат, то я буду держать это вплоть до Дня Воскрешения. Я буду держать это вплоть до Дня Воскрешения. Нет, дорогой, нет. Даже не помышляй об этом. Потому что частью верующего, частью мусульманина, частью последователя пророка, мир ему и благословение, является наличие прощающего сердца. Не только прощающего, но и любящего прощения. Независимо от преступления. Поэтому я уверен, что ваш ум уже приготовился к процессу. Он сейчас начнет, вероятно, говорить о прощении, затрагивая малые вопросы, легкие вопросы. Нет, я здесь, чтобы сказать вам сегодня, что нет абсолютно никакого сценария, нет проблемы, нет ситуации, которую вы могли бы предъявить мне, которая дает вам какое-либо право не простить вашего брата-мусульманина. Нет ничего, и это религия. Это настоящая религия. Это религия сердца. Это религия, которая ломает нафс. Религия, которая не позволяет никому играть с собой. Религия, которая не позволяет никому играть с собой. Наш любимый пророк Мухаммад, мир ему и благословение. И позвольте мне прояснить кое-что. Это не значит, что я говорю, что вам нужно простить, потому что человек, которого ты прощаешь, заслуживает твоего прощения. Это не имеет значения сейчас. Я здесь, чтобы сказать вам, что вы должны прощать. Потому что вы прощаете друг друга.
не делая ничего самой личности, хотя есть и в этом польза, но делайте все, что связано с вами и Аллахом Пречистым Всевышний. Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал: прощайте друг друга, проявляйте милость друг к другу. Почему? Почему? Потому что они мусульмане? Почему? Потому что они заслуживают этого? Он сказал: проявляйте милость, проявляйте сострадание в отношении друг к другу. Почему, о пророк Аллаха? Он сказал: тогда тот, кто на небесах, проявит сострадание и милость в отношении вас, в отношении тебя. Прощайте. Сегодня сделаем это хэштегом. Сегодняшняя хутба — отпусти это. Отпусти это, мой брат. Отпусти это, сестра моя. Неважно, что произошло в твоей жизни. Неважно, насколько это драматично. Шайтан приукрашивает твой сценарий и твою ситуацию. Это все от шайтана. И ключ ко всему этому — это просто отпусти это, мужик. Отпустить это? Почему? Потому что это сунна твоего возлюбленного, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: проявляйте сострадание друг к другу. Почему? Потому что тот, кто на небесах проявит сострадание, милость и прощение в отношении нас. Сегодня мы живем в мире, где восхваляют. Чем больше ты придерживаешься злопамятства, тем больше это восхваляется. Это общепринятая терминология. Простите меня, некоторые люди скажут: брат, это же пятничная хутба, и неуместно использовать такой тип языка. Братья, мы здесь, чтобы передать послание. Я здесь не для того, чтобы правильно говорить, чтобы никто не понял, о чем я вообще говорю. Нет, мы здесь говорим языком, понятным для нас. Сегодня мы живем в такой культуре, где прощение — это признак чего? Признак слабости. Братан, ты что думаешь, я тряпка? Ты думаешь, я тряпка? Ни за что на свете, брат. Это уже стало предметом гордости. Брат, да кем ты вообще себя возомнил? Кем ты себя возомнил на этом зеленом материке, чтобы держать что-то и нести это в своем сердце? И посмотрите на язык общения. Я не прощу до судного дня. Вау, ничего себе, мужик. Серьезно? Правда, что ли? Это что за сунна такая? Это что за религия такая? Потому что это определенно не из ислама. И это однозначно не сунна Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Держать обиду. Ради чего? Ради чего? Клянусь Аллахом, мои братья. Пример. Я не планировал, но пример. И я уверен, что каждый из вас знает, что бывают такие ситуации. Клянусь Аллахом, родные братья, они выросли вместе, они вышли из одной утробы, от одной матери. Они сосали одну грудь. Они жили, спали и росли в одной спальне. Ели с одной тарелки и пили с одной кружки. А сегодня они не разговаривают друг с другом. Почему? Потому что его жена сказала, и моя жена сказала: да к черту ваших жен! Как такое может засесть в любой здравомыслящей голове? Что мой брат, тот, с кем я вырос, позволил женщине встать между мной и им? Что это за религия? Отец и сын не разговаривают друг с другом. Напарники, товарищи, которые выросли на улице, они расстаются. Брат, мы были вместе, вот так, не разлей вода. Мы были единым целым. 10 лет я провел с ним, 10 лет я принимал удары на себя ради него. Одна драма, один инцидент, и весь кошмар вырвался наружу. Что случилось, брат? Куда подевались наши сердца, мужик? Муж и жена по 10-15 лет. Да, мы же развелись. Почему? Как? Что случилось? Моя жена однажды показала мне пост в интернете. У женщины были некоторые проблемы с ее мужем. Она просила совета, у нее было 3 детей. Я цитирую. 3 детей, муж и жена. Вы, делившие одну постель годами. Вы, евшие одно годами. Брат, насколько бы большой ни была твоя драма. Брат, мы все люди, каждый совершает ошибки. Ты несовершенен, я несовершенен. Но почему так? Когда наступает драма, нет. Это непростительно. Почему? Почему? 10 лет брака. Дети между вами. Она просто просила совет для своего мужа. Что бы он ни сделал.
И одна из сестер в прекрасном хиджабе, маша Аллах, она написала обратно этой сестре в комментариях. Я цитирую. «Да черт с ним!» Ух ты, вот так просто. Да черт с ним. Вот так просто, бро. Мы позабыли о приятно проведенном времени. Просто так? Да черт с ним. Это что такое, мужик? А затем, как всегда, появляются ученые среди нас, которые приходят ко мне и спрашивают меня: «Да, мои братья, я получаю постоянно звонки по телефону. Брат, все, что я хочу истребовать, это свое право. Я не прошу ничего больше, кроме своего права, брат. Что-то не так в том, что я прошу? Я не прошу о чем-то большем или о чем-то меньшем». И так в его уме шайтан заставил его думать: «Брат, это твое право. Разве Аллах не сказал?» И посмотрите, я так люблю, как мы цитируем аяты Корана, которые подходят к нашему нафсу. Разве Аллах не сказал в Коране, брат? Око за око и зуб за зуб. Да. Все, что я хочу, это истребовать свое право. Когда они поженились, пришел шейх, ее семья, твоя семья. И давайте начнем с Фатихи. Почему? Потому что она открывающая сура Корана и говорящая, так что сердца могут расцвести, и мы могли бы объединиться. Но когда случается драма, это мой адвокат против твоего адвоката. Когда дети со мной на выходных, ваша мама собака, ваша мама животное, ваша мама то, ваша мама это. Затем, когда дети с матерью в течение недели, ты отец такой, сякой, третье, пятое, десятое. Она начинает драть полы в туалете им день и ночь. Ничего себе, мужик, вот так просто. Да, брат, прости и отпусти. Никоим образом, брат. Мой хак, я хочу забрать свое право. Я говорю тебе, прекрасно. И, брат, скажи мне, что не так в этом? Я скажу ему: брат, валлахи, нет ничего такого в том, что ты просишь свой хак. Нет ничего такого в том, что ты говоришь мне око за око и зуб за зуб. Но я тебе говорю здесь и сейчас. Если ты откроешь эту дверь для людей, Аллах откроет для тебя эту дверь в день воскрешения. Но если Аллах откроет дверь око за око и зуб за зуб, ты пострадаешь. Каждого из нас постигают проблемы в жизни. Каждый из нас совершает ошибки. Каждый из нас грешник. И каждый из нас надеется и желает, что когда я предстану перед Аллахом в день воскрешения, Аллах без каких-либо замешательств простит меня и все мои грехи. Однако ты даже не можешь простить человека, с которым ты рос в течение жизни из-за одной ошибки. Ты даже не можешь простить. И люди говорят мне: брат, но это же мой хак, это мое право. Давайте я скажу вам здесь прямо и сейчас, братья, нет права в этом мире. Единственное право, которое вы заимеете, это тогда, когда вы предстанете перед Аллахом, перед настоящим судьей в реальном суде. Тогда и только тогда вы действительно получите ваше право. В этом мире вы никогда и ни за что не найдете справедливость. Где мы вообще? Правда, братья мои, где мы? Простите меня, если я чересчур излишен, но клянусь Аллахом, мое сердце болит. Оно болит. Когда я вижу двух людей, которые до этого случая были самыми религиозными и богобоязненными. Аллаху Акбар, мы с братом были вот так, читали Коран, клянусь Аллахом, я прощаю тебя, я люблю тебя ради Аллаха. Но как только ты наступил мне на ногу и, падая, чуть не оторвал мою прекрасную бороду, как кусок липучки, бросив ее под дверь, «А ну иди сюда, маленький проказник». Ничего себе, мужик. Что произошло, братан? Что случилось? Он не уважает меня. Отпусти это, мужик. Отпусти не ради него, ради Аллаха. Отпусти, братан, отпусти. Нет, мы же хотим справиться с этим. Те, кто проявит милость и милосердие друг к другу, тогда тот, кто на небесах, проявит сострадание и милость в отношении вас. Взгляните, братья, знаете, что я люблю в сподвижниках? Сподвижники были настоящими людьми. Многим из нас нравится восхвалять сахабов до такой степени, что они начинают рисовать картину, что они никогда не совершали плохого. Но тут вы ошибаетесь. Сподвижники совершали многие вещи неправильно, но это было тем, что красило их, потому что они совершали ошибки. Но то, как они справлялись со своими ошибками, это делало их такими особенными и такими уникальными. У меня мало времени. Один конкретный случай.
После одной из битв им достались военные трофеи. Золото, серебро, мечи, щиты. Ну, в общем, все в этом роде. Итак, сахабы собрались. Там было много чего. Это же деньги. Люди начали делиться своими мнениями о том, как распределить это богатство. И прошу, не надо слушать такие истории чисто ради забавы. Вживитесь в эту историю, братья. Попытайтесь представить. Я не рассказываю вам сказки Уолта Диснея. Это реальная история ваших отцов. Почему? Не ради забавы, но ради усвоения. Потому что, знаете, мои братья, по правде, когда действительно наступает критический момент, мы следуем не за сунной пророка, мир ему и благословение. Глубоко внутри мы бандиты, вот кто мы, мужик. И быть бандитом не обязательно означает иметь татуировку, продавать наркоту на улицах. Клянусь Аллахом, я знаю Абу Али и Абу Ахмада, которые дадут такую фору в бандитизме, что не снилось ни одной малолетки на улице. Бандиты в своем отношении и нраве. Мы не следуем за пророком. Мы следуем за такими людьми, как Тони Монтана из «Лица со шрамом» и за Тупаком Шакуром. Чувак, вот так оно и есть, вот так. Оно и есть на улицах, брат. Что это за религия, мужик? Итак, сахабы. Каждый из них высказал свое мнение. Затем Абу Зар высказал свое мнение по этому вопросу. Те, кто не знает, кто такой Абу Зар. Абу Зар — араб. Он бы даже араба заставил почувствовать, что он не араб. Вы не найдете более араба, чем был им Абу Зар. Итак, Абу Зар тоже высказал свое мнение. Сегодня мечети. Я был в Канаде, братья. Мечети ждут суда для решения проблемы. Почему? Потому что, братья, я высказал свое мнение, а этот парень занеуважал меня, когда мы встречались. И теперь я против него. Мечети пошли войной друг против друга. Почему? Кто ты? Брат, я высказал свое мнение, и ты пошел против меня? Разве ты не знаешь, кто я? Я здесь уже более 10 лет, брат, а этот парень лишь на 5-й год попал на доску почета. И это люди, которые возглавляют наши мечети. Маша Аллах. Итак, Абу Зар высказал свое мнение. Затем следующим человеком был Биляль, да будет доволен им Аллах. Биляль был муадзином пророком, мир ему и благословение. Биляль был не просто рабом. Он был рабом из Абиссинии, что означает, что он был чернокожим. Что касается общества, то оно говорит, быть таким значит пасть ниже плинтуса. Но вы можете заметить, что ислам пришел сломать это. Итак, когда Биляль высказал свое мнение, он сказал: «Абу Зар, я не согласен с тобой. И Аллах знает лучшее, но я думаю, что вот так мы должны поступить с этим имуществом». Итак, Абу Зар, представьте себя на его месте, на глазах у всех. Он сказал: «Даже ты, о Биляль, даже ты, о сын черной женщины, даже ты не согласен со мной сегодня». Громкие слова. И Биляль по праву очень расстроился. Он поднялся и направился к пророку Аллаха. И тут я сделаю паузу на минуту. Потому что я хочу доказать свою точку зрения, что мы не следуем за сунной пророка, мир ему и благословение. Мы следуем за чьей сунной? Шейха Тони Монтаны, Маша Аллах, и Мауляны Тупака. Когда мы слышим истории про сподвижников, мы исключаем нашу жизнь и наше общество. Почему? Потому что это другие времена. Братья мои, я хочу спросить вас искренне, и я хочу, чтобы вы искренне ответили. Этот поступок, который совершил Биляль, который подскочил и направился к пророку Аллаха, чтобы пожаловаться, как бы назвали этот поступок в нашу эпоху и в наши дни, в которые мы живем сегодня? Он настучал. Да или нет? Брат, у нас тут проблема, а ты подрываешься и бежишь жаловаться. Ты что, женщина, что ли? Но это уличный язык. Но посмотрите, Биляль не был нечестивцем, как ваш Тупак или Тони Монтана. На Биляля повлиял ваш пророк, как вы утверждаете, что вы следуете за ним. У Биляля что-то было в сердце, и он направился к тому, кто мог бы помочь ему в этой ситуации. Вы же и я. Нет.
Это сделает меня менее мужественным. Нет, дорогой. Я буду держать это в своем сердце следующие 20 лет. Я встряхну его, я опорочу его, я размажу его по полу. Я буду клеветать на него при любом удобном случае. Вот что я буду делать следующие 20 лет. Но я не пойду к кому-то, кто мог бы просто разрешить мою ситуацию. Итак, Биляль пошел и рассказал пророку Аллаха. Пророк Аллаха пришел в ярость. Пророк Аллаха пошел, он направился туда, где был Абу Зар. Он схватил Абу Зара. Хочешь поговорить, как выйти из положения? Давай выясним это здесь и сейчас. Он схватил Абу Зара и начал трясти. И сказал ему: Абу Зар, ты человек, в сердце которого до сих пор есть джахилия. Что же сделал Абу Зар? Это немного странно. Разве он тебе такое сказал? Клянусь Аллахом, я такого не говорил, валлахи. Клянусь Аллахом, я не этого имел в виду, бро. Позвольте мне вам рассказать о разнице между мужчиной и тем, кто просто называет себя мужчиной. Настоящий мужчина — это человек, который, когда он осознает, что он реально был неправ, он признает, что ошибся. Абу Зар опустил свою голову. И он понял, что он навредил своему брату. Он понял, что расстроил своего пророка. И как он вышел из этой ситуации? Разве он прекратил молитвы в мечети, чтобы не видеть Биляля? Потому что это то, как мы решаем свои проблемы. Разве не так? Он сделал так? Абу Зар, да будет доволен им Аллах, после признания того, что он был неправ, он поднялся и направился на улицы Медины, разыскивая там Биляля, да будет доволен им Аллах. Затем, когда он увидел Биляля, он обратился публично к нему. Прочувствуйте это, публично, на глазах у каждого. Он подошел к Билялю на глазах у всех и, упав на землю, сказал Билялю: «О Биляль, клянусь Аллахом, я не подниму свою голову с земли, пока ты не наступишь на нее своей ногой. И пусть об этом знают прямо здесь, прямо сейчас, в Медине. Кто из нас сегодня заслуживает уважения? И кто из нас сегодня, о Биляль, его не заслуживает?» Да ладно тебе. Почему я раньше не слышал эту историю, брат? Так как поступил Биляль? Он теперь уязвим. Он теперь на земле. Он признает. Я же говорил, что я прав. Он так поступил. Клянусь Аллахом, возможность, которую большинство из нас хотели бы иметь в отношении тех, кто причинил им боль. Реальное прощение — это простить от всего вашего сердца искренне, независимо от того, сможете вы это сделать или нет. Взгляните, многие из нас, кто имеет проблемы и терки с другими людьми, мы, окрашивая ситуацию снаружи, говорим: «Да нет, брат, я простил его ради Аллаха». Ты маленький лжец и маленький брехун. Единственная причина, по которой ты заявляешь, что простил его, это не из-за того, что ты действительно простил его. Правда в том, что ты ничего не можешь поделать с этим парнем. Так что реально захлопнись. И тот факт, что я физически не могу сделать ничего, я замаскировал свою слабость. Да нет, брат, ты что, в Аллахе, я простил его ради Аллаха. Но в глубине твоего сердца, если ты получишь известие, что его сбил автобус, твое сердце начнет выбивать чечетку. Некоторые братья говорят мне: «Брат, послушай, бро, валлахи, я простил его. Клянусь Аллахом, я его простил. Но я не забыл, братан». Да ну, маша Аллах. Правда, что ли? Ты простил, но не забыл. У меня новость для тебя, брат. Если ты простил, но не забыл, то ты и не начал прощать. Эта тема не такая сочная, как в начале, как вы могли подумать. Почему? Потому что она тяжелая для души. Потому что это настоящая религия. Это настоящая религия. Так как поступил Биляль? Биляль опустил руки, встал на колени и поцеловал в лоб Абу Зара и сказал: «Абу Зар, ты серьезно? Я прощаю тебя ради Аллаха. Все, закончили, замяли. И никогда не вспомнили, что такое вообще произошло. А не тащить этот балласт по 10-15 лет».
Не забывать тот факт, что часом ранее они оба на одном и том же поле сражались за одного и того же Господа. У нас вообще нет такого в нашем обществе, мужик. Почему? Потому что прощение сегодня воспринимается как слабость, брат. Нет, дорогой, это и есть настоящий мужчина. Потому что мы постоянно заявляем, что следуем за пророком, мир ему и благословение. Братья постоянно мне говорят: брат, я умру за его честь. Валлахи, я готов умереть за его честь. Я говорю: вау, маша Аллах, пусть Аллах при чистом Всевышний наградит тебя за такие благородные намерения. Но, брат, валлахи, мне не надо, чтобы ты умирал за его честь. Я хочу, чтобы ты жил ради его чести. Да благословит его Аллах и приветствует. И, конечно же, он замечает, что это сторона пророка, о которой мы не хотим говорить. Валлахи, мои братья, клянусь Аллахом, простите меня, если эти слова будут немного грубыми, но я говорю вам напрямую, и это мое личное мнение, валлахи, даже наша любовь к религии, даже наша любовь к сахабам — это любовь к дунье. Никто не любит Умара ибн Хаттаба больше любовью. Вероятно, он один из самых любимых, он определенно мой любимчик. Но никто не любит Умара ибн Хаттаба из-за того, что у него были постоянные следы от плача на щеках, от страха перед Аллахом. Нет, 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 мы любим Умара ибн Хаттаба, потому что когда упоминали его имя, у кафиров дрожали колени. Никто не любит Умара ибн Хаттаба из-за того, что у него были постоянные следы на его плечах. Почему? Потому что он служил обществу в позднее ночное время, когда все спали и не видели его. Вы любите Умара не за это. Вы любите Умара, потому что он был мужчиной, брат. Когда он шел, все расступались. Пророк Аллаха, которого, как мы утверждаем, мы любим. Потому что я уверен, что вы подумали в уме. Клянусь Аллахом, брат, пусть Аллах наградит тебя. Очень хорошая хутба, очень эмоционально, очень трогательно. Но, брат, ты ведь понимаешь, то, что сделал этот человек, это непростительно. И я повторю, нет абсолютно никакой ситуации. Мне вообще до фонаря, убил ли он вашу мать, застрелил ли он вашего отца, или изнасиловал вашего ребенка. Мне по барабану, какой бы сценарий вы бы мне не предъявили. Прощение — это ключ. Пророка Аллаха 13 лет в Мекке. Прочувствуйте это вместе со мной. 13 лет в Мекке. Преследовали, унижали, угнетали, вредили, плевали ему в лицо, убивали его сподвижников. За что? За что? Какое преступление он совершил? Какое преступление он совершил? Он что, посмотрел на чью-то сестру? Он присвоил себе деньги в конце деловой сделки? Какое преступление он совершил? 13 лет. Они бойкотировали его и его семью 3 года. Сподвижники говорили: мы ели листья с деревьев, пока наши экскременты не стали походить на помет животных. В течение 3 лет. За что? За какое преступление? Они развелись с его дочерью. Сумейю, да будет доволен ею Аллах, на глазах у пророка, публично. Я не говорю вам в Аллахе, что они начали отправлять об этом видео по WhatsApp. Нет, нет, нет. Публично, вживую, на глазах у пророка и его сподвижников. Они схватили Сумейю, женщину. Они схватили ее публично, раздвинули ей ноги на глазах ее мужа и сына и начали втыкать копье в ее интимные места до тех пор, пока не убили ее. Они изгнали его с земли Мекки. Изгнали. 18 месяцев в Медине. 18 месяцев он плакал. Почему? Потому что он очень скучал по Каабе. Они ранили его беременную дочь. В итоге чего она потеряла своего ребенка? 8 или 9. В общем, несколько месяцев спустя она в итоге тоже скончалась в Медине. Он похоронил каждого из своих детей, в то время как сам был жив, кроме Фатимы. В Ухуде, вы знаете, одно дело идти на войну и убивать, это нормально. Умереть мужчиной. В Ухуде они же устроили резню над мертвыми. Его дядя Хамза, они отрезали ему нос, отрезали ему уши, они вырезали и вынули его печень. Гинд начала жевать его печень и выплевывать ее на землю.
Сподвижники говорили, что когда пророк Аллаха увидел Хамзу, мы никогда не видели его слез, как он плакал, когда он увидел своего дядю Хамзу. Рассказчик говорит, что он совершил джаназа за своего дядю 70 раз. Столько было обиды и столько было боли. Годами. А затем наступил день открытия Мекки. Теперь он вернулся победителем. С армией из 10 тысяч сподвижников. Армией, которую никогда не видел ни один араб в своей жизни. Мужчины, которые от одного пророненного им слова были счастливы отдать свои жизни, лишь бы просто увидеть его улыбку. Он вошел в мечеть Харам в Мекке в окружении 10 тысяч солдат. И те люди, которые вредили ему годами, не мусульмане. А я же прошу вас простить вашего брата-мусульманина. Не дай Бог, если я попрошу вас простить кафира. Вы бы занесли меня в список продажных ученых. Валлахи, вы бы вытерли здесь мной пол. Я даже не посмел бы идти этой дорогой, не дай Бог. Мы должны следовать за сунной, мир ему и благословения. Нет, ни за что, брат. Он вошел в мечеть Харам. 10 тысяч солдат окружили Харам. Это люди, которые причиняли ему вред годами. Что мне теперь делать, бро? Говоря языком понятным, власть-то переменилась. Он посмотрел на них. Он сказал им: как вы думаете, как я поступлю с вами сегодня? Что я сделаю с вами сегодня? Они сказали ему: ты благородный, честный человек, сын благородного и честного человека. Пророк Аллаха обернулся и сказал кафирам: уходите, каждый из вас свободен, я прощаю вас. Где эта сунна в нашей жизни, мужик? Где такая религия? Клянусь Аллахом, у меня так много историй, о которых я бы хотел рассказать. Но у меня нет времени. Братья мои, я сказал вам до этого, что ваше прощение — это возможность, которой вы не обладаете. Ваше прощение — это возможность, которой вы не обладаете. Я говорил ранее, человек сказал мне: брат, Аллах сказал око за око и зуб за зуб. Но что Аллах сказал после этого? В том же аяте. Что Аллах говорит после этого? Аллах говорит: да, у тебя есть право око за око и зуб за зуб. Но те, кто прощает, это лучше для них. Ты хочешь блага или хочешь лучше этого? Да, я уверен, что кто-то причинил вам боль в прошлом. И я уверен, что он самый плохой человек в мире. Но это не про них. Это про тебя и Аллаха. И не смейте так думать, что теперь я смотрю на нашу трагедию. Прошло много лет, альхамдулилля, с тех пор. Да, мы не разговаривали с тех пор, альхамдулилля. Я начал молиться, теперь я одела хиджаб. С тех пор я отрастил себе бороду, альхамдулилля. Я по возможности отправлюсь в умру, хадж, если будет время. Все это в прошлом. Замяли, проехали. Аллах пречистом Всевышний, прощающий и милосердный. Нет, дорогой, это так не работает. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Он сказал: каждый четверг поступки рабов представляются Аллаху, и Аллах может простить, что захочет и кого захочет. Он сказал: кроме. Достоверный хадис. Кроме. Кроме кого, о посланник Аллаха? Он сказал: кроме двоих, которые не разговаривают друг с другом, независимо от того, кто из них прав, а кто нет. Он сказал: и неважно, Аллах пречистом Всевышний даже не посмотрит на их поступки до тех пор, пока они не уладят то, что между ними.
до тех пор, пока они не помирятся друг с другом. Ты можешь поехать в свой хадж, можешь сделать это хоть 100 раз, ахи, и сделать умру между каждой сотней. И можешь читать Коран день и ночь, все твои поступки, до тех пор, пока твой брат будет расстроен тобой, и не будет мира между вами. Все, что бы ты ни делал, будет равняться большому жирному нулю перед Аллахом. Ты думал, что мы просто попадем в рай? Это то, как мы думаем. Ты думаешь, просто ввалишься в рай, маша Аллах, из-за того, что ты отрастил себе бороду? Нет. Аллах подталкивает вас каждую минуту. Тогда почему мы не можем простить? Люди говорят мне: брат, это из-за принципа. Нет, дорогой, это не из-за принципа. Возможно, это иногда из-за принципа. Но давайте прямо к сути. Почему мы не можем простить? По правде, это из-за высокомерия и гордыни в сердце. Вот так-то, брат. А кто он такой, чтобы не уважать меня, брат? Разве он не знает, кто я? Видите, это высокомерие и гордыню. Это приведет вас к печальному итогу. Почему? Пророк Аллаха сказал: любой, да благословит его Аллах и приветствует, любой, у кого в сердце будет гордыня, хотя бы на вес атома, не только не увидит рай, но он даже не почувствует запаха этого рая. У шейха ислама ибн Таймии есть удивительные строки. Он сказал: это поражает меня. Как тот, кто прошел через отверстие для мочи дважды. Каждый из нас прошел через отверстие для мочи дважды. Когда вы покинули своего отца и вошли в свою мать, как сперматозоид. Он сказал: это поражает меня. Как тот, кто прошел через отверстие для мочи дважды. Как такой человек может иметь гордыню и высокомерие в своем сердце? Клянусь Аллахом, мои братья, большинство вызовов и большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся, суть их, клянусь Аллахом, из-за гордыни и высокомерия, и из-за нашей неспособности прощать друг друга. Знаете, когда вы простите, даже если вы правы, даже если человек задолжал вам денег, даже, клянусь Аллахом, когда вы простите, вы почувствуете, как будто гора упала у вас с плеч. И вновь, я не прощаю, потому что тот, кого я прощаю, достоин моего прощения. О, Аллах, прости его, потому что у меня так много грехов в моей жизни, что я желаю и молю, что ты сотрешь их мне. И я готов закрыть глаза на него здесь и сейчас, если там ты сотрешь мне все мои грехи.